Нетрезвый водитель на БМВ въехал в здание в Якутске. Сообщается, что мужчина 1983 года рождения, управляя автомашиной BMW X6, не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на ограждение, а затем в жилой дом. В результате ДТП водитель травм не получил. От дачи объяснений отказался. В ходе проверки было установлено, что автомобилист находился за рулем в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование выявило 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель будет привлечен к ответственности за совершение ДТП, причинение повреждений сооружениям, а также за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Оперативники по горячим следам раскрыли кражу кошелька у многодетной матери в Якутии. По информации пресс-службы регионального МВД, женщина в автобусе обнаружила пропажу кошелька, в котором хранились 48 тысяч рублей. Полицейские установили двух 36-летних неоднократно судимых мужчин и выяснили, что кража произошла не в автобусе, а на улице. Оказалось, что потерпевшая забыла застегнуть молнию на рюкзаке. В это время к ней подошли двое. Пока один разговаривал с женщиной, второй украл кошелек. Украденные деньги они потратили на алкоголь и выкуп ранее заложенной в ломбард техники. Часть денег изъята и возвращена потерпевшей. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй мужчина проходит по делу как свидетель. Полицейские раскрыли угон машины с заправки в Якутске. Угонщиком оказался безработный 35-летний уроженец Верхневилюйского района. Вечером потерпевший, который работает таксистом на своей машине, заехал на заправку вместе со своим клиентом. Оставив ключи в замке зажигания, он пошел в павильон АЗС. Пассажир, воспользовавшись отсутствием водителя, сел за руль и уехал с территории станции в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что злоумышленник уехал на угнанном транспорте в горный район, а затем вернулся в Якутск и бросил машину. Председатель одного из товариществ собственников жилья Якутска обвиняется в хищении денег товарищества в особо крупном размере. По информации прокуратуры Якутии, обвиняемый систематически присваивал часть денег, вносимых жильцами дома за потребленные коммунальные услуги. Общая сумма составила около 9,5 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. За преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пытался помочь, но случайно зажал человека между двух машин. По сообщению прокуратуры региона, в феврале прошлого года на трассе Арктика около села Сосыр Момского района 36-летний житель Чурапчинского района, находясь за рулем КАМАЗа, оказывая потерпевшему помощь в извлечении его автомобиля из снега, не проявил должную осторожность и наехал на него, зажав его между двумя машинами. В результате полученных многочисленных травм здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил потерпевшему причиненный ему вред. В Сунтарском районе женщине, оскорбившей и применившей насилие в отношении сотрудников полиции, назначили принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В сентябре этого года вечером полицейские во время профилактических мероприятий обнаружили пьяную женщину с двумя малолетними детьми, в отношении которых она ненадлежаще исполняла свои родительские обязанности. Женщину доставили в медицинское учреждение, где она, отказываясь проходить медицинское освидетельствование, публично оскорбила сотрудников полиции. Когда ее доставили в дежурную часть, женщина, пытаясь скрыться, выбежала на улицу и при задержании оказала сотрудникам физическое сопротивление, применив в их отношении насилие. В ходе расследования уголовного дела установлено, что она страдает хроническим психическим расстройством, что подтверждено заключением судебной психиатрической комиссии экспертов. Суд постановил применить к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в стационарных условиях медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Малолетние дети переданы в органы опеки и попечительства администрации района для дальнейшего решения вопроса по определению их устройства. Житель Москвы пытался вывезти из Якутска амфетамин. Его приговорили к 4 годам в колонии общего режима. По сообщению Якутского городского суда, в феврале этого года мужчина попытался вывезти из Якутска в Москву около 80 граммов амфетамина. Он спрятал запрещенное вещество в носки. В зоне предполетного досмотра аэропорта Якутска к мужчине обратился сотрудник службы авиационной безопасности, попросив снять обувь. Полагая, что за его действиями никто не наблюдает, он вытащил 3 свертка и выбросил их в урну. Однако его действия были пресечены сотрудниками группы досмотра. Отмечается, что подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Следователи расследуют трагедии в двух семьях в Среднеколымском районе. Конфликты между родными братьями закончились смертью. 12 декабря в селе Ойсардах 51-летний мужчина пришел домой, где проживал со своим 52-летним братом. Он начал предъявлять претензии и укорять его за регулярное употребление алкоголя, отсутствие постоянной работы и финансовой помощи. На этой почве между братьями возник конфликт, и младший, схватив нож, ударил потерпевшего в бедро и грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. Похожий случай произошел в селе Сылгытар, где к трагедии привело совместное употребление алкоголя и вспыхнувшая ссора.
Двое братьев 51 и 56 лет выпивали у себя дома, и в ходе застолья один из них начал предъявлять претензии родственнику в привычке пьянствовать не с ним, а другими приятелями. Отказ в просьбе дать денег привел подозреваемого в ярость, и он, схватив пустую бутылку из-под спиртного, начал наносить по телу, голове и лицу брата множественные удары. В какой-то момент бутылка разбилась, но подозреваемый не остановился и продолжил бить так называемой розочкой.